Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Обратите внимание, сегодня мы находимся в сокровищнице. Я не побоюсь назвать это место именно так. И сегодня мы поговорим с вами о том, как можно собрать браслет с определенным значением обязательно. И в этом мне поможет специалист в этом деле Александра Таз. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки сегодня очень популярны стали, да, вот те самые браслеты, но мало кто понимает, что это не просто для красоты ведь, да? То есть тут есть определенная, знаете, такая фишка, так сказать, как сказали бы дети, да, молодежь. Расскажите, в чем заключается вот смысловое значение подобных браслетов? Мы используем для изготовления браслетов именно натуральные полудрагоценные камни. И камни, они добываются у нас из земли, соответственно, они там лежат, и таким образом они имеют магические какие-то свойства, способности, да, и каждый камень имеет свое значение, свое название. Ну, допустим, сегодня, конкретно сегодня, какой будем собирать браслет? Бывают браслеты собирают по дате рождения, по знаку зодиака. Также есть универсальные браслеты, которые подходят абсолютно всем людям именно по значению. Я сегодня, скорее всего, покажу, как сделать браслет из натуральных полудрагоценных камней для защиты жизненной энергии и на денежный поток. Это самый большой запрос. Да, люди, которые покупают, наверное, 70% людей именно спрашивают вот такой запрос на браслет. Чтобы было финансовое благополучие. Да. Хорошо, в этом случае какие камни используют? Самый основной камень именно для денежного потока – это у нас цитрин. Их, конечно, много, но вот самый-самый такой сильный, самый известный – это у нас цитрин. Камень такой желтенький, именно для денежного потока, для жизненной энергии считается камнем солнца, позитива и удачи. То есть мы его берем за основу нашего браслета. Красивый, да? Да, они прям хорошего, самого лучшего качества, вот такие вот цитрины. Цитрин-то получается у нас желтый кварц, который именно греют, либо же он греется на солнышке и приобретает такой желтенький цвет. Вот, кварцы бывают фиолетовые, да, аметист, бывают кварцы у нас прозрачные, это называется горный хрусталь, а этот именно желтый кварц. Берем за основу его. Вот, можно, если мы берем браслет, именно чтобы там было на денежный поток, должно быть больше цитрина. Также можно добавить камень для жизненной энергии, это сердолик, у него два значения, считается камнем для энергии, также это камень для любви. Вот, но именно цитрином он у нас будет работать на жизненную энергию. Вот так вот можно расставить, да, вот на специальном планшете на 16 размер. Также третий у нас камень, это будет тигровый глаз. Он с каким значением? Очень красивый, да? Да, этот получается у нас браслет, именно, как скажем, камень для защиты, для силы характера, вот, для победы над соперниками. Считается именно камень такой, скажем, для карьерного роста, победы над соперниками и так далее. Вот такой вот очень красивый. Очень красивый. Да, его, получается, в древности у нас носили и тигровый глаз, и гематит воины для победы. Вот то есть, да, они уже давным-давно. То есть известно всем, да? Да, своими свойствами. Вот. И также я хочу здесь в этот браслет добавить бусину дзи. Что это такое? Да, бусины дзи у нас, получается, это произошли из Тибета, тибетская бусина дзи, на которой из агата натурального вырисовывается с помощью лазера рисунки. Каждый рисунок имеет свое значение. Например, это у нас богиня Гуань-инь, она идет на зачатие для семейного счастья, а это самая известная императорская бусина дзи, она называется 9 глаз, именно для удачи и для притягивания денег. Да, соответственно, смотрите, тут бусины дзи, они добавляют именно по значению. То есть у нас получается браслет для денежного потока, соответственно, лучше всего использовать туда бусину дзи именно с таким значением. Для удачи. Да, это может быть дзи 9 глаз, либо же это может быть бусина дзи зубы тигра, тоже на карьерный рост, на благополучие.
Это зубы тигра, да, называется? Да, это называется зубы тигра, прям даже по рисунку видно, да? Да. Ага. Вот такие вот красивые, они усиливают действие камней. То есть, Александра, обязательно нужно знать значение, да? То есть просто так вот взять и набрать камни не очень хорошо, да? Возможно, это будет эффект другой наоборот. Смотрите, тут получается, многие сейчас доверяются мастерам, Да. но самый-самый большой секрет в том, что человек должен выбирать интуитивно. То есть я сама, когда езжу очень часто в Москву за камнями, лично сама, да, я заезжаю в другие магазины, где продают камни, голтовки, брожу и выбираю тот камень, который мне нравится. И оказывается, по значению это то, что сейчас мне необходимо. То есть да, можно интуитивно подбирать камни, но все-таки собирать и вбирать их в один браслет лучше довериться мастеру. Потому что некоторые камни в одном браслете не сочетаются. Есть такие, да? Есть такие. Ну, к примеру. Например, гранат, да, основной камень, который многие знают, они есть и в драгоценном, в полудрагоценном виде, много его нельзя уверенным людям, потому что если уверенный человек носит много граната, он становится более такой вспыльчивый, эмоциональный. В один браслет нельзя соединять рубин, да, вот посмотрим, вот самый такой вот граненый, нет, такой красненький граненый, вот, да, это получается у нас бывает рубин, полудрагоценный такой красный, драгоценный, а это полудрагоценный вид рубина, он называется коронт. И его с гранатом мы не соединяем, то есть вот с этими камушками вместе. Почему? В одном браслете, потому что человеку просто будет штормить, ему будет плохо, да, вот именно некоторые камни можно соединять, некоторые нет, и как раз в одном браслете, в одном изделии, будь это и бусы, сатуар, чокер, гранат с рубином вместе не стоит соединять. Нельзя так. Да, также, например, у нас есть розовый кварц, это основной очень красивый камень для любви, для женственности, для семейного счастья. Я видела это у девочек часто на руках. Да, даже розовый кристалл у нас делают, например, эликсиры, то есть продают кристаллы, и на нем настаивается вода. И есть сейчас гуаша. Знаете, да? Нет, гуаша, роллер для лица. Вот это, да, они вот из этого. Да, из этого розового кварца именно для красоты и любви. И этот камень мы не соединяем в одном браслете с родонитом. Вот они, родониты. То есть этот родонит, именно вот этот родонит очень сильно заземляет этот розовый кварц. Вот, то есть есть такие нюансы маленькие, да, в которых нельзя соединять какие-либо камни в одном изделии. Да, будьте внимательны, да? Но если вы, например, покупаете голтовку, да, кристаллы, лучше всего выбирать его интуитивно. То есть один камень поставили, да, для дома, например, да, вы можете выбрать его вот именно интуитивно, который понравится. То есть все-таки есть такое притяжение, да, к определенным моментам, к ним можно прислушиваться, да? Да. То есть прошла мимо, увидела камень, прям тянет его, да? Если, да, потянула, и если даже в интернете, например, да, в литературном, где-то вы увидели, что он вообще не подходит по знаку зодиака, но он тянет. Но вас тянет к нему, лучше всего его приобрести. Вот так вот. Но это вот что касаемо вот этих, которые дома, да, стоят камни? Да. И по браслету тоже, в принципе, можно. По браслету, если вы можете там купить браслет, который состоит тоже из одного-двух камня, из 3 максимум, да, можно тоже интуитивно его купить. Можно. Да. Но сегодня вот мы говорим о сборке, да, хорошо, значит, выбираем либо интуитивно, либо читаем, да, то, что нам надо, да, собрали браслет, выбрали бусины, затем все очень просто, да, мы нанизываем это на... Это получается, смотрите, мы здесь сейчас еще для красоты поставим бусинку, она у нас фурнитура цирконами, да, чтобы было красиво. Бусины, где у нас носятся именно на пульсе, эта красота у нас может быть здесь. То есть вот это, да? Да. Значит, здесь на пульсе должна быть вот эта бусина? Да. Внимание, да, обязательно? Да. То есть эта бусина будет здесь. Эта красота просто будет спереди, Красота можно вот и без него, у кого вот какой будет, вкус, да. Ага. И получается, сборка браслетов бывает на резинке, у нас используется именно корейская самого лучшего качества, также есть вот такие японские тросики. Но смотрите, получается, вот именно такие браслеты лучше всего на резинке. Это быстро, легко, удобно, да, и как раз носить можно, вот, то есть они растягиваются. Здесь у нас на японском тросике обычно мы делаем вот такие очень красивые браслеты из тоже натуральных камней, но они такой ювелирной огранки. Вот такие вот. Совсем, вот то, что да, у нас посмотрите. здесь сзади находится, да, вот из этих вот мы делаем их на тросике. Но они идут, получается, такой цепочкой тоже, латунь с покрытием позолота.
очень красиво. Но они сделаны у нас по знаку зодиака. Вот так, да? Да, все они на любовь, и тут по знаку зодиака. Также именно японский тросик используют для того, чтобы сделать чокеры. Да. Все, вон вижу у вас, да, а крупные вот именно камни лучше всего использовать резинку, так как у нас японский тросик, он такой тоненький. Тоненький. Да. То есть тросик используем для тонких браслетов, для тяжелых браслетов. Лучше всего резинку, да. Здесь все очень, наверное, примитивно и просто. Или все-таки здесь есть тоже свои нюансы? Здесь намного, ну, как скажем, просто, но нужно набить руки. Но если мои ученицы некоторые, они очень долго не могут завязать правильный узел и спрятать его. Даже так, да? Да, именно проблема может быть из-за этого. Так, сейчас мы соберем. Каждую бусинку мы аккуратненько продеваем на нашу резиночку. Вот. И когда мы начинаем все это делать, лучше всего брать бусину с самой большой дырочкой, чтобы после того, как мы с вами завяжем узел, нам было удобно его спрятать. То есть здесь, если вы работаете с бусинами Ди, это легко и просто, потому что у бусин Ди дырочки такие большие. Да, вот эти. Да, а бывает то, что заказывают, либо покупают там браслеты только чисто из натуральных камней, без никаких добавок, да, тогда вот нужно именно взять, начать с дырочки, с бусинки с большой дырочкой, чтобы было удобно спрятать узелок. Александра, а вы как давно так стали увлекаться этой темой и вообще как к этому пришли? Это было более 8 лет назад. Я начала увлекаться камнями. Наверное, одна из самых первых в Якутии. Это было в 2014 году в январе. Вот, то есть, получается, уже скоро будет 9 лет. И начала я этим заниматься на декретном отпуске. То есть мы с мужем поженились в Москве, решили родить первенца и переехали в Якутск. И я сразу попала в декретный отпуск, делать было нечего. И как раз только вот начали интересоваться все бусинами Ди, как делать браслет и так далее, и я тоже начала интересоваться этим, и все глубоко-глубоко, и начала проходить различные мастер-классы, да, обучение у астрологов, у нумерологов, и пошло-поехало. Да, и сейчас вы уже такой, знаете, мне кажется, один из самых лучших, да, специалистов в этой теме. Да, у нас тут сейчас, да, ученицы, магазины. Так, завязываем один узелочек, так, второй. Так, и еще перевернув, нужно завязать третий узелок. На самом деле перевернув обязательно. Да, это на самом деле легко, но при этом нужно обязательно как-то набить себе руки, вот, и проверить, насколько у нас узелок хорошенький получился. Отрезаем концы, примерно статук у нас получается 4-5 миллиметра, и можно его легко и просто спрятать именно под бусину Ди. Вот. И получается такой очень красивый солнечный браслет именно на денежный поток, на удачу, для раскрытия потенциала цитрина мы использовали. Сердолик камень для жизненной энергии, работает как батарейка человека, да, и тигровый глаз коричневый для защиты от глаза негатива. Вот так вот, да? Да. То есть буквально 5 минут и уже такой вот именно сильный, да, браслет, и уже готов, да? Да, 5 минут это очень легко, но на самом деле для того, чтобы делать такие браслеты, знать их значение, мне пришлось, конечно, очень долго. Года. Да, годами, несколько лет обучаться этому делу. Скажите, а вот как хранить потом подобные браслеты? Стоит ли их мыть? И самое главное, может быть, как-то заряжать их на том же солнышке или что, как? Вот самая большая, как бы самый большой интерес у всех про это, да, мы должны очищать и заряжать наши камни, и лучше всего это делать раз хотя бы в 10 дней. Люди вот очень сильно удивляются. И многие, когда у нас заказывают браслеты, говорят: Александра Тасс, она их сама заряжает. Я говорю: нет, я этим не занимаюсь, потому что я советую людям заряжать самим, так как человек только, да, сам себе может сделать правильные установки, пожелать себе счастья. То есть я не знаю своего заказчика, вот, и они берут, очищают с помощью соли. Морская соль для ванны, без цвета и без запаха, то есть без всяких мандаринок, без добавок, да. Мы туда браслет кладем на ночь. Прямо должна быть сухая морская соль, без воды. Остается браслет там на одну ночь. В пиалу соль положили сверху, наш браслет кладем, сверху опять же еще кладем соль, засыпаем, оставляем на ночь. Все ваши камни, которые у вас дома, вы можете в одну соль, то есть
есть как бы Менять не экономно, надо, да, да. менять. Там бывает то, что и мужа браслет, и там ребенка отдельно, но можно сделать, если вы одна семья, все свои кристаллы, браслеты можно в одну соль, оставляем на ночь. Именно соль, она вбирает в себя всю негативную энергию, даже солью промывают свои дома, например, квартиры, да, для очищения. После этого на следующий день мы эту соль уже выкидываем. Она, то есть, да, то есть мы в ней ванну не принимаем, да, да, то есть она считается уже загрязненная. После этого промываем водичкой и уже заряжаем. Это у нас было очищение. Очищение, да, с заряжение соли, дальше? воду. И заряжение, это когда мы уже промыв, протираем сухой тряпочкой браслетик и садимся так, чтобы вам никто не мешал. Можно уделить ему, ну, как бы этому 5 минут. Да? Это идет как маленькая такая мини-медитация. Человек, уже взяв свой камушек, любой, это может быть и брелок, да, разный, сидит и загадывает свое желание, как будто оно уже сбылось. Самое главное, да, как будто бы сбылось. То есть сидишь и говоришь, да? Да, и без частицы не лучше. То есть я не болею, такое мы не говорим. Мы должны именно говорить, я полностью здорова, моя семья полностью защищена, благополучие. Либо некоторые мечтают выйти замуж, и если мы делаем им браслеты на любовь, то они уже сидят, представляют, что вот с мужем они где-то там отдыхают, гуляют и так далее. То есть как будто уже все сбылось. Да, и после этого это называется зарядка. И когда человек начинает практиковать это, у него как будто крылья растут. Ну, он прям, ну, взрослые люди со временем, да, просто перестаем мечтать, вот как в детстве было, да. И когда человек держит в руках камушек, начинает говорить свои желания и прям окрыляется. Вот так вот, да? Да. Все загадали, и, соответственно, он уже заряжен. Да, он именно заряжается как бы под вашим запросом, то, что вы хотите, и считается, что он заряжен. Также еще многие, конечно, свои браслеты относят, например, в датсан, где-то некоторые в церковь, то есть по-разному, кто где, да, и это тоже очень классно. Тоже, да? Да, конечно. Такое тоже возможно. Да. А теперь вопрос, можно ли одалживать браслеты? Вот вы сказали, есть браслет там у мужа, у детей, у подруги, допустим, и вот под мою одежду подходит браслет, допустим, у подружки. И ты берешь и такую вещь одолжила. Одолжи ко мне на вечер. Такое возможно? Нет, к сожалению, такого нельзя делать с полудрагоценными натуральными камнями, потому что они, как скажем, у нас мы их заряжаем, они имеют свою энергетику и работают под вас. Если кто-то приходит у нас сейчас, да, ой, покажи, что это, и начинают вот так вот трогать, да, мы можем сказать, вот это мой браслет специальный, там, не попросить, трогай. Да, бывает, что девочка у нас говорит, нет, не трогай. Отойди. Орут, да, но такое тоже нельзя делать. Вот, просто можно человеку понятно объяснить. Сейчас еще, наверное, уже многие знают, что это такое. Ну, это такое сокровенное какое-то, да, момент? Да, и все, как бы не одалживаем. Если трогает, например, ваши камни, муж, либо ваши дети, ваши самые близкие люди, которые вам желают только добра, ничего, как бы, тут бояться не стоит. У меня тоже 3 детей, они все время что-то теребят, трогают, играют и так далее. Хорошо, а вот еще я видела, что сюда добавляют очень часто серебро, то есть шарики из серебра и так далее. Такое тоже допустимо? Да. А при этом у нас, получается, бывает сейчас актуально, это пияо серебряный, слышали? Нет. Такой пияо, это полудракон по фэншуй, скорее всего. Вот, он идет именно для защиты и для денежного потока. Его сейчас очень многие носят, он бывает из обычного металла и из серебра. Также сейчас мы на заказ тоже делали обереги, кругленькие такие у ювелира под заказ, именно с якутскими орнаментами. Да, тоже добавляется. То есть издавна вообще считается серебро самым лучшим защитным металлом. Драгоценным, действительно. Поэтому его используют часто. А вот здесь я вижу вот такие цепочки еще, мы тоже их можем сюда добавлять, вот эти полудрагоценные камни, да? Да, здесь получается, если поближе рассмотреть, у нас используется именно металл, который мы сейчас делаем, это латунь с розовым покрытием, то есть она гипоаллергенная, не темнеющая, и мы здесь добавили, это наша новинка, вот эти полудрагоценные камни мелкие из такой ювелирной огранки. То есть здесь у нас получается турмалин розовый, аквамарин, розовый кварц, то есть тоже такое про женское счастье. Здесь у нас на этих идут черные уже, черный турмалин, черный агат, камни для защиты от глаза негатива. То есть можно вот так даже, вот обратите внимание, есть у вас очки, повесили сюда полезную вещь, как цепочка. Держатель. Да, держатель, то есть это удобно, это вот ты сняла очки, и они у тебя вот так висят, да, но опять же,
камушки здесь не для красоты, товарищи, они все-таки имеют определенную энергетическую задачу. свою, да. Поэтому будьте внимательны, когда вдруг решите приобрести подобную цепочку с полудрагоценными камнями, нужно знать значение обязательно. Вот здесь, например, как у Александры Тасс, у нее здесь от сглаза, да? Да, То есть черные вот так камни. вот, видите, ходит по городу, защищает свои глаза от солнечных лучей, а здесь у нее защита от глаза. Все продумано до мелочей. Да, ну получается, сейчас многие спрашивают, вот, многие сейчас носят браслеты, но я хочу тоже носить камни, но не как браслет, потому что у всех есть. Но здесь уже фантазия. Это у нас получается цепочка для очков. Также у нас можно сделать, например, булавки, тоже продаются уже готовые, это просто как основа показываю вам, да. У нас здесь есть еще пины, то есть сейчас вообще рынок натуральных камней, рынок фурнитуры, очень классный, широкий выбор. Это называется швенза, они для сережек. Вот как у меня получается тоже. Мы их делаем, бывают длинные, прямо делают, есть покороче, и есть такие, как у меня, на повседневку. То есть очень классно. И то есть тут камень тоже со значением, понимаешь? Если так постараться, то можно здесь, значит, на любовь, на руке у тебя на любовь, на другой руке у тебя на денежный поток, здесь защитилась от сглаза, на ушках у тебя там для энергии, да? То есть, в принципе, свой вот этот мир можно создать своими руками, правильно? Да, и то, что вы желаете, да, вот можно просто себе приобрести и по значению. И самый большой вопрос, можно ли сделать браслет для денежного потока и на любовь вместе? Многие, то есть охота все сразу. Да, у всех 100% женщин, да, желают, говорят, мне на здоровье, на деньги и на любовь. Но, к сожалению, это так не работает. Денежный поток можно вместе совместить со здоровьем, потому что как бы человек без здоровья там много денег зарабатывать не будет. Так, обязательно нужно здоровье, работоспособность, чтобы работать, зарабатывать деньги. На любовь мы отдельно делаем, потому что у нас изначально говорила, что цитрины, вот эти у нас натуральные камни не только для благополучия, но они идут на оптимизм. Вот. И есть розовый кварц, то есть вот с розовым кварцем он отдельно будет работать на деньги. Если же мы сюда его добавляем, они уже начинают работать на позитивную любовь. Вот так совместить можно, да? Да, то есть они, получается, в одном браслете, они не работают на деньги, любовь вместе. Да. Они будут работать именно на позитивную любовь. А если отдельно цитрин без розы, то он будет работать на благополучие. Вот так. Да, но вместе, как браслеты, два можно носить. Видели, да, наверное? Да, У некоторых есть один браслет на любовь, да, на семейное рядышком. счастье, Здесь. и другой браслет на благополучие. Потому что именно в одном браслете это считается как одна сфера, так как у них одна связка из одной нитки. Все, то есть завершили, если, да? Да, вот это получается. И несколько браслетов уже по вашему усмотрению можно носить вместе. Я знаю, что сейчас очень популярны эти браслеты стали и у мужчин, да? То есть мужчины стали приобретать, да? Мужчины зачастую на что? Наверное, на денежный тоже поток, да? Да, многие мужчины именно заказывают на карьерный рост, на денежный поток и на защиту от глаза негатива. Мужчинам мы стараемся использовать именно самые темные оттенки. Да, действительно, но не будет же он ходить с такими розовыми, правильно? Да, и поэтому, например, да, если взять, вот бывает мужской такой, браслет, к примеру, да, как будет просто выглядеть? сейчас быстренько здесь покажем на планшете. Вот, например, мы берем соколиный глаз, он получается, здесь у нас тигровый глаз, здесь у нас соколиный глаз. Он камень для защиты от глаза негатива, для концентрации внимания, для усиления логики. Вот. Также мы используем, например, красную яшму самых темных оттенков, хотя бы можно одну добавить, да, он идет камень для карьерного роста. Красная яшма, она такая недорогая, некоторым, может быть, внешний вид не нравится, но это основной камень, который убирает застой. То есть вот именно цитрином красная яшма будет убирать застой в денежном плане, то есть карьерный рост, успех и так далее. С розовым кварцем красная яшма, она будет убирать именно застой в личной жизни. Вот то есть мы их тоже связываем. Можно. Да, именно красная яшма с цитрином на деньги, красная яшма с розовым кварцем на любовь. То есть если у женщины долгое время как бы нет мужчины, нет любви, она одна, и вот можно убрать застой с таким сочетанием: красная яшма плюс розовый убирает кварц. застой. Хорошо, Да. еще мальчикам что Также добавим? у нас подходит мужчинам, очень классно, это вулканическая лава, это камень идет более таким эмоциональным людям.
То есть вулканическая лава же, она застывает. Да, в природе застывшая считается. И как раз эта вулканическая лава, она подойдет более таким эмоциональным мужчинам для того, чтобы правильно использовать свою энергию. Мужчина эмоциональный, когда у него очень много энергии. И вот это, чтобы энергия у нас работала правильно, мы можем использовать вулканическую лаву. Смотрите, а есть разница, вот вулканическая лава, есть глянцевая, а есть прям вот такая матовая с Это у нас дырочкой? черный агат. А, это другое? Да, это получается у меня все просто в разброс, у меня всегда творческий такой хаос, когда я работаю. Вот она, вулканическая лава, прям вот такая матовая, пористая, да, прям лава-лава. Тут можно еще вместо, например, добавить, так скажем, вот этот у нас и такой вот. Мне кажется, это замечательная идея для подарков, да, вот просто изучив немножко, да, вот теории, можно собрать браслет там маме, да, к примеру, собрать браслет супругу, конечно. да, это очень полезный подарок, потому что не только для красоты, ведь он еще и помогает. Да, креативный, сейчас стильно, сейчас очень многие люди себя любят украшать, и вот получается такой мужской браслет. Да. Вот. Сейчас есть даже мужчины, которые вообще согласны носить цитрин желтый, хотя бы чтобы одна бусинка была, либо вот именно на денежный поток. Вот так бы выглядел браслет успешного мужчины. Дорогие друзья, смотрите, да? Да, здесь у нас бронзиты, очень классные камни, коричневые, это камни для стабильности, для денежного потока мужчинам больше используются. Лава для того, чтобы правильно использовать нашу энергию, темно-синего цвета соколиный глаз для защиты от глаза негатива, концентрирует внимание, усиливает логику, и плюс красная яшма, камень для успеха, для движения вперед, для карьерного роста, это основной камень против лени. Вот так вот, то есть был бы мужчина успешный, при хорошем денежном достатке, и еще и был бы без каких-нибудь там, да, отклонений, так сказать, да. Вот отличный мужской браслет. Хорошо, Александра, еще один вопрос у меня, да. Все-таки поговорим немножко про ценовую политику, ну так, завуалированно, да. Самый дорогой камень это какой? Самый дорогой камень это у нас Ларимар. Где он? Вот он, видите, вот бусинками. Вот это? Да, это получается еще у нас на оптовые для наших учениц. Вот так вот давайте можно. Покажем, давайте. Ларимар это камень, который добывается у нас в Доминикане. Вот, то есть некоторые считают, что вот все камни полудрагоценные должны быть недорогие, на самом деле не так. То есть здесь тоже отличается, да? Посмотрите, чем друзья. меньше его в природе, тем камень ценнее. Также у нас есть чароид, который вот показывали. Это тоже один из самых дорогих камней. Добывается он у нас между Иркутском и Якутском. Да, то есть его называют сибирское чудо. Камень, он именно для исполнения желаний, усиливает интуицию человека. Также бывают хромдиопсиды, серафинит, то есть их очень много. Да, но вот это вот самые такие, да, дорогие. Да, бывает, например, красная яшма, она у нас недорогая, сердолик тигровый, их очень много. Да, а вот такие, как малахит африканский, чароиты, хромдиопсиды наши якутские, они уже дорогие. Да, потому что их мало и сложно достать, да? Захотите приобрести некий браслет, обязательно узнайте сначала его значение у специалистов, да? Ну или, возможно, откройте литературу, попробуйте разобраться сами, да? Ну а если хотите создать для себя что-то, то лучше обратиться опять же к специалистам. Ну и, вдруг, если вы увидели камень и он тянет вас к себе, значит он ваш. Да, правильно. Не забываем очищать правильно, заряжать, и все у вас будет прекрасно. Да, все правильно, все верно. Спасибо большое, Александра, что окунули нас вот в этот интересный, волшебный мир. Ну и мы на этом завершаем наш эфир. Не прощаемся, увидимся уже совсем скоро. До новых встреч. До встречи.